Привет, ребята! Космос на связи с нами, а мы в эфире с вами. Продолжаем покорять космос, изучать авиацию и вдохновляться крутыми изобретениями. Меня зовут Никита, будущее за освоением других планет, изобретением невидимого самолета, но не все знают, что и настоящее весьма завидное. Крылья — это передача о космосе, авиации и тех людях, которые летают выше облаков. Инженерные термины станут проще, самолеты понятнее, а вселенная ближе. Мы увидим разработки будущего, побываем в самых засекреченных местах и пообщаемся с легендами авиакосмической отрасли. На крыльях науки в галактику неизведанного. Моим многим друзьям кажется, что профессии летчик или авиационный инженер-конструктор какие-то ненастоящие, что сложно будет найти работу, непонятно как и где учиться. Они неверно мыслят, такие специалисты уникальны, это даже круче, чем рок-звезда. Летаешь не меньше, но не нужно петь, носить кожаную куртку и рваные джинсы. Этим летом на международном авиасалоне МАКС-2021, который проходил в городе Жуковский, Башкортостан представил свой собственный стенд с новинками авиационного производства. Это большое событие, туда слетелся весь свет инженерно-конструкторской отрасли, главы регионов и крупные инвесторы. Ведь действительно, есть на что посмотреть. На самом деле УГАТУ представил в этом году очень много разработок на МАКСе на многих площадках. То есть мы представлены на стендах ОДК, у нас прям целый стенд с нашими электрическими машинами, а кроме того гибридная силовая установка, которую мы делаем сейчас с ОДК. Это вот одна история. Другая история — это Як-40 электролет, летающая лаборатория, которая стоит с генератором, который недавно испытывался в Новосибирске. Это вот тоже другая история. Кроме того, у нас представлены Як-18 с поршневым двигателем ПД-500, наши разработки стартер-генератором, который также был разработан в УГАТУ, и проект Сигма с электрическим двигателем, который был разработан в УГАТУ. То есть это вот 4 основные площадки. Башкортостан подписал соглашение о поставке новейшего вертолета К-32 на службу в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Эти летательные машины будут использовать при спасательных операциях и тушениях пожаров. Вертолеты производят у нас в республике на Кумертауском авиационном производственном предприятии, которое входит в холдинг «Вертолеты России». Один из новеньких вертолетов, собранных на башкирских землях, снова вернется в родной регион, работать на благо спасателей. Кстати, эту яркую машину вы еще увидите в проекте «Крылья», но об этом чуть позже. Предлагаю послушать, что же говорят профессионалы о нашей технике. Вертолет на самом деле довольно-таки неплохой, с уверенностью можно сказать хороший. Есть некоторые, не проблемы, а, наверное, некоторые нюансы в сервисном обслуживании, но вертолеты России сегодня это с каждым днем улучшают, надеюсь, будет еще лучше. Буквально в эти дни на МАКСе сертифицирован дополнительный топливный бак, и тот нюанс, который было немножко недостаточной дальности полета, особенно для нашей республики, то эти нюансы в ближайшее время уже будут решены. В любом летательном аппарате, сделанном в России, есть хоть одна деталь, которая произведена в нашей республике. Удивительная и приятная статистика. Кстати, вертолеты полностью собираются у нас. Каждый винтик, каждый проводок. Наше предприятие произвело более 250 вертолетов семейства К-32, но именно данная модель К-32А11М содержит в себе самое современное цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование, которое снижает нагрузку на экипаж вертолета. Также эта машина получила современные двигатели ВК-2500 с электронным управлением. Это позволяет более преемисто использовать весь потенциал несущей системы и расширить возможности эксплуатации вертолета, в том числе возможное увеличение подъема веса на грузовой подвеске. И еще один интересный факт. В отличие от автомобилей, вертолеты не штампуются на конвейере. Каждая машина уникальна и собирается под нужды заказчика. Одном из новейшеств на данной выставке является эта модернизированная система пожаротушения СП-32, которая устанавливается в нижнюю часть фюзеляжа данного вертолета и вмещает в себя до 4000 литров огнегасящего состава, а также может применяться с системой горизонтального пожаротушения. Разные регионы и даже другие страны заказывают многоцелевые вертолеты К-32 у нас на Кумертауском заводе.
Там же делаются и военные вертолеты, и гражданские. А в ближайшем будущем они и вовсе хотят серийно выпускать беспилотные машины. Спрос на нашу продукцию большой, сотни заказчиков и десятки стран мира. Мы делаем все здесь, все на своих материалах, полностью на всех своих компетенциях. Такой самолет, он используется для первоначального обучения. Кстати, вот как раз электричество, оно много чего дает. Существенно снижается стоимость эксплуатации. Поршневой двигатель, всех знают, что такое поршневой двигатель. Его надо обслуживать, менять масло и прочее. А здесь включил один тумблер, мы сейчас видели, и полетел. Помимо вертолетов, на международном авиасалоне МАКС 2021 было представлено и много другого, чем стоит гордиться. Например, ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение. Это крупнейшее российское предприятие. Производитель авиационных двигателей представила двигатель АЛ-41Ф. Его придумали и собирают у нас. Мы в составе экспозиции Объединенной двигателестроительной корпорации представляем свои новейшие изделия, где Уфа и ОДК УМПО имеет либо стопроцентное участие, либо долю участия в производстве двигателей. Вот сегодня мы стоим здесь рядом с двигателем АЛ-41F1S. Это наш новейший современный двигатель, который устанавливается на самолеты Су-35С, которые, опять же, сегодня на авиасалоне показывают свои выступления. И мы имели возможность также видеть группу «Русские Витязи», которые не так давно участвовали в Уфе и летали в нашем уфимском небе. Это современный уникальный двигатель, который сегодня эксплуатируется и Министерством обороны, и, конечно, продается уже на экспорт. Его ставят на истребители нового поколения Су-35. Спрос на них очень велик. Они обладают отличными характеристиками. Самолеты с такими моторами развивают сверхзвуковую скорость, не прибегая к форсажу. Зарубежные страны ставят такие крылатые машины на вооружение. Этот двигатель уникальный, ему просто нет равных. Кстати, над его усовершенствованием работают и по сей день, в том числе и аспиранты Уфимского авиационно-технического университета. Одним из ключевых разработок УГАТУ, и в частности кафедры электромеханики, является разработка электрических систем для гибридных силовых установок, которые сейчас являются наиболее перспективным направлением развития авиации. Также, например, мы можем представить вам разработку летающей лаборатории Як-40. Она была представлена на МАКСе, который прошел в этом году. УГАТУ непосредственно занимался разработкой электрогенератора. Чем отличаются гибридные силовые установки? Это тем, что благодаря их применению мы можем повышать экологичность использования авиационного оборудования, снижать топливные расходы, соответственно, и выбросы поэтому снижаются, собственно говоря, и повышать эффективность и продлевать срок службы в целом авиационного двигателя. Двигатели, которые используются сейчас в авиации, многие изобретены много десятков лет назад, но постоянно совершенствуются светлыми умами. Главное требование к любой летной машине – это уменьшить вес аппарата и увеличить мощность. А как этого добиться – это уже задача конструкторов. Наш электрогенератор отличается большой удельной мощностью. При мощности 400 киловатт он имеет, получается, массу 100 килограмм. Если сравнивать с генераторами, которые используются на Земле, то у них эти показатели намного выше. Такой генератор может весить 2-3 тонны спокойно. Авиационные за счет использования современных материалов, высоких частот вращения, интенсивного охлаждения именно может достичь таких высоких удельных параметров. Представленный самолет Як-40 является летающей лабораторией, которая создана для того, чтобы продемонстрировать технологию гибридной силовой установки. Суть гибридной силовой установки заключается в том, что один из газотурбинных двигателей работает на наш электрогенератор, который разработан в УГАТУ. Этот электрогенератор питает наш винт, который вращается от электрического двигателя, который имеет сверхпроводниковые обмотки, и именно вот эту технологию гибридной силовой установки требовалось и проверить при помощи летающей лаборатории Як-40. Хоть мотор — это сердце любой машины, есть в ней и другие не менее важные органы, без должной работы которых железная птица не сможет вести себя в небе должным образом. Например, такой прибор, как ручка. Одной из новинок МАКСа является самолет Су-75 Checkmate. Для этого самолета УГАТУ разрабатывает рычаг управления газотурбинным двигателем, который состоит из линейного электродвигателя, макет которого представлен у нас на стенде. Этот рычаг управления газотурбинным двигателем отличается большей надежностью за счет исключения механических передач из конструкции.
Делегация Башкортостана впервые представила объединенный стенд отраслевых предприятий и организаций региона. В прошлые годы предприятия Башкортостана участвовали в мероприятиях авиасалона по отдельности. Они очень солидно заявили о себе. Полет нормальный, дальше все выше и выше. Кафедра авиационных двигателей в УГАТУ – одна из старейших кафедр университета. Существует она с 1983 года и готовит специалистов по 4 направлениям. За почти что полувековую историю она выпустила много крутых профи. Я стал летчиком, когда мне исполнилось 50 лет. Всю жизнь мечтал. Закончил Уфимский авиационный институт. После института пошел в армию, военно-воздушные силы. Но там крутил хвосты самолетом. То есть был техническим работником. Когда на моем самолете кто-то улетал, я эти 45 минут ходил по земле, не мог найти себе места, ожидал, когда же прилетит человек, который сел в самолет, который я обслуживал. И это очень серьезные волнения и переживания. Я думаю, нет, лучше я сам бы полетел, чем вот ждать кого-то с воздуха, не дай бог, что случится и так далее. И прошло большое количество времени, прежде чем я пришел в авиацию. Когда меня научили летать, мне так хотелось вот это состояние подарить другому кому-то. Потому что это самый счастливый момент, один из самых счастливых моментов в моей жизни был. И с тех пор совсем по-другому вся моя жизнь пошла. Появилась тяжелейшая работа. Вот. И я скажу так, что работа инструктора, она ведь не заканчивается вот по выпуску. Вот закончил я работать с курсантом, он получил свидетельство пилота. Вот вся его дальнейшая летная жизнь на моей совести. Потому что основы полета, безопасности, стиля закладывает первый инструктор. Там надо учитывать все в этой работе инструктора. И психологию человека, с которым ты летаешь, вот, предвидеть его действия, вовремя исправлять ошибки, потому что пока эти ошибки он сам не совершит, он не научится летать. А инструктор должен их исправить в момент, когда это время, не дай бог, будет превышено и будет уже неизбежное какое-то летное происшествие. Инструктора задача вовремя остановить этот процесс, но дать прочувствовать курсанту, что он совершил ошибку, и как ее исправил инструктор, и как надо правильно. Вот я сейчас на данный момент являюсь инструктором авиации общего назначения. То есть учу курсантов, которые ко мне приходят, летному делу. И вот что интересно, у меня же курсанты не только школьники, но и достаточно пожилые люди. Вот крайний курсант, кстати, почему я говорю крайний, в авиации слова «последнее» нет. Вот крайний курсант у меня пенсионер, ему 64 года. За этот период обучения он 2 раза чуть не бросил обучение. Мне приходилось очень тяжело в психологическом плане переубедить его, что он неправильно поступает, что нельзя мечту свою предавать, и нельзя, если ты хочешь, это уже как бы решение всех проблем. Если ты не можешь, это тоже решение всех проблем. Но если ты не хочешь, уже никакие мои действия не помогут общему нашему делу. И вот он обучился, 65 лет, ну представляете, стал летчиком. Основной вопрос, который я получаю от курсантов, они говорят, у меня страх, как мне бороть эти страхи? Первое, что я делаю, конечно же, это от простого к сложному. Не надо сразу пугать курсанта. Вот, летать в нормальных метеоусловиях и идти последовательно по выполнению упражнений. Ну и второе, наверное, вставали хоть раз на горные лыжи, пытались скатиться с горки. Поначалу страшно, потом
что, преодолевая страх, мы нормально катаемся, а потом мы что? Получаем удовольствие. Правильно? Так вот так же и в авиации. Сначала небольшой дискомфорт, и какие-то даже страхи, потом получаешь от этого удовольствие. Я на себе эти страхи ликвидировал парашютным спортом, потом уже прыгал с 4000 метров, затяжные прыжки по минуте с лишним, в свободном падении. И даже довелось прыгнуть на Северный полюс. Потому что в детстве я читал книгу «Два капитана», и мне всегда снилось, что я следую на Северный полюс, достичь этой, значит, шапки Земли, нашей белой шапки. И так получилось, что мне удалось побывать на Северном полюсе, но уже десантируя с неба. И вот мы, значит, 8 человек, десантников, прыгали на этот полюс и строили лагерь Борнео. Это ледовая станция, на которой потом со всего мира в апреле месяце летят и туристы, и ученые, и они там, значит, изучают Северный полюс таким образом. Вот. И прыжок был достаточно сложный, непростой, ветер был очень сильный на льдине, надо было попасть в льдину, во-первых, вокруг речки. Что такое речка? Глубиной 1,5 километра. Это Северный Ледовитый океан. Вот льдина, а между льдинами трещины, их называют речками. Низкая облачность была, мы прыгнули, и когда уже показалась льдина, радости не описать словами, даже не верилось, что это произошло. Это произошло, когда мне было 53 года. Вот такое было приключение. Так вот, парашютный спорт, он отодвигает страхи и помогает курсанту лучше понять аэродинамику, потому что когда ты летишь сам в свободном падении, и у тебя руки превращаются в рули, в элероны, в стабилизаторы, ты уже по-настоящему чувствуешь, что такое аэродинамика, как воздушным потоком обдувается твой самолет, и как надо летать, чтобы это было безопасно и комфортно. Двигатель – это сердце любой машины. От него зависит очень многое, как в автомобиле, так и в самолете. Авиационный турбореактивный двигатель R13300 – это визитная карточка Уфимского моторостроительного производственного объединения, одного из важных заводов не только нашей республики, но и страны в целом. Это двигатель схемы ТРДФ, то есть турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания. Спроектирован он в нашем конструкторском бюро. В то время, когда создавался двигатель R13300, руководителем нашего конструкторского бюро был Сергей Алексеевич Гаврилов. И именно он возглавлял работы по этому двигателю. Реактивный двигатель R13300 используется в массовых самолетах, истребителях МиГ-21, которые стоят на вооружении в ряде некоторых стран. При создании двигателя был учтен и уникальный опыт, который приобрели в ходе столкновения во время вьетнамского конфликта, где наши самолеты вынуждены были противодействовать самолетам авиации США. Получился отличный двигатель, который очень хорошо себя зарекомендовал, в том числе и во многочисленных локальных конфликтах, где приходилось принимать участие самолетам МиГ-21. Ну а Сергей Алексеевич Гаврилов, возглавляя наше КБ, где были созданы не только этот двигатель, но и целый ряд еще других, по совокупности заслуг был удостоен звания Герой социалистического труда. Этот двигатель создан в Уфе и широко используется в истребителях всего мира. Это очень круто, и мы этим гордимся. Уфимское конструкторское бюро моторостроения, здесь двигатель был спроектирован, а серийно выпускался на нашем Уфимском моторостроительно-производственном объединении. Причем очень большой серии двигатель выпускался, поставлялся во многие страны мира как экспортная продукция. Поэтому и так высоко государство оценило вклад и наших моторостроителей, и конкретно Сергея Алексеевича Гаврилова. В России есть только 2 музея крупных собраний авиационных газотурбинных двигателей. В Самарском аэрокосмическом университете и в нашем Уфимском авиационном. Все. Там побывал наш корреспондент Тимур. Если честно, я ему ужасно завидую, ведь музей располагается в вузе, и просто так туда не попадешь.
Авиационный университет – один из лучших технических вузов страны. Здесь учат конструировать самолеты. В музее УГАТУ собрана уникальная коллекция отечественных двигателей, отражающая историю их развития с 40-х годов прошлого века до наших дней. Я думаю, пальцев одной руки хватит сосчитать, сколько вообще подобных музеев есть в стране. В России есть только 2 подобных музея, в которых собрано такое количество авиационных газотурбинных двигателей у нас в Уфе и в Самаре. В этом музее более 50 экспонатов. Многие из этих двигателей успешно работают на современных вертолетах и самолетах. Изначально музей Уфимского государственного авиационно-технического университета был собранием наглядных пособий для студентов факультета авиационных двигателей. Такую внушительную коллекцию начали собирать в 50-е годы. Экспонаты сюда приходили изо всех уголков страны. Первый отечественный трехвальный, трехкаскадный двигатель с большой степенью двухконтурности. Фактически он стал основой для создания целого семейства двигателей. Методом масштабного моделирования, увеличив его пропорции, будет создан двигатель Д-18Т для самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Это самый мощный в советское время двигатель такого типа. Одним из главных поставщиков был завод УМПО, где собиралась значительная часть моторов для боевой авиации. Здесь есть двигатель, который самый первый сошел с завода УМПО. Его серийный номер 401. Заводы всегда шли музею навстречу, давая бесплатно отработавшие ресурс образцы, на которых для наглядности выполнялся специальный разрез, показывающий внутреннее устройство. Сейчас ситуация в корне изменилась. Даже списанный реактивный двигатель из-за наличия в конструкции ценных металлов стоит несколько десятков миллионов рублей. Поэтому в последние годы коллекция пополняется лишь благодаря меценатам. Прежде всего, это предприятие Уфы. Свой вклад в развитие музея вносит гидравлика, УМПО и Международный аэропорт Уфа. Одним из последних поступлений стала силовая установка самолета Ил-114, переданная в дар на 75-летие вуза. Все самолеты семейства Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, Су-34 все летают на вот этих двигателях. В коллекции музея есть практически все газотурбинные двигатели, выпускавшиеся в России и СССР. Причем многие образцы можно смело назвать уникальными. В 90-е годы музей авиационных двигателей стал своеобразной визитной карточкой УГАТУ. Его посещают члены многочисленных научных делегаций и участники форумов. В дни открытых дверей он становится местом экскурсий для выпускников школ, готовящихся стать абитуриентами вуза. Его посещение может рассказать не только об уникальной технике, над созданием которой работала вся страна, но и о жизни нескольких поколений уфимцев, связавших судьбу с моторостроением. На экскурсию сюда можно попасть лишь в том случае, если ты студент. Только ради этого сюда можно поступить. Когда полетите на самолете, то обязательно выбирайте место возле иллюминатора. Если повезет, будет видно и облака, и города, и крыло. Кстати, самолет рулит крыльями. Кто бы мог подумать, что происходит это все за счет элерона. Элерон – это средство управляемости, он влияет на управление самолетом, отклоняется либо вверх, либо вниз, в зависимости от перемещения ручки управления самолетом. На одном полукрыле элерон, если отклонился вверх, как вот на правом полукрыле, то на левом полукрыле такой же элерон отклонится вниз. Возникает разница в подъемных силах крыла. Отклоненный элерон вниз увеличивает подъемную силу на правом полукрыле. Такой же элерон на левом полукрыле отклоняется вверх. Они работают в разные стороны. Один вниз, другой вверх. На элероне, отклоненном вверх, подъемная сила крыла уменьшается. Мы с вами знаем, что чем больше кривизна профиля, тем выше коэффициент CY и тем выше подъемная сила. Если элерон у нас отклонился вверх, на правом полукрыле подъемная сила уменьшилась. А на левом полукрыле элерон отклонился вниз, там подъемная сила увеличилась. Происходит
разница подъемных сил на левом полукрыле и на правом полукрыле. И возникает момент крена. Самолет поворачивает относительно продольной оси вправо от пилота. Вот эти вот простые и в то же время очень эффективные устройства и обеспечивают поперечную управляемость самолета. То есть управление относительно продольной оси, она идет вдоль фюзеляжа. Вот так осуществляется поперечная управляемость. Космос стал чуть ближе, а авиация понятнее. Давайте вместе осваивать новые горизонты, а если впереди вас ждет неизвестность, не пугайтесь. Мы постараемся все это показать и объяснить. Крылья есть, летим навстречу неизведанному. Пока.